Отработать навыки быстрого и безопасного подъема в условиях чрезвычайных ситуаций и проверить готовность спасателей к работе на высоте. Такова цель плановых учений. Участвуют и студенты с 1 по 4 курсы 2 колледжей, парни и девушки. Несмотря на то, что степень подготовки у студентов разная, справляются с поставленной задачей все. Цель – подняться на учебно-тренировочную башню за минимальное время. Студент 2 курса Карабулакского колледжа госмуниципальной службы Акрамат Боков сделал это за 8,5 секунд. А что сложность вызывает? Хороший результат у тебя, как ты думаешь? Учениям студенты рады, ведь на них уже на практике можно получить все необходимые навыки для работы в службе спасателей. А она требует не только физической выносливости, но и моральной стойкости, высокой ответственности и желания помогать людям в самых сложных ситуациях. Когда я был маленький, примерно лет 6-7, у нас в доме загорелся пожар. И вот как пожарники пришли, начали все тушить, помогать. Я с этим замотивировался и внушил себе, что когда вырасту, обязательно поступлю на МЧС. Мероприятие приурочено к 375-летию пожарной охраны России и столетию ингушской государственности. В зависимости от возрастной группы соревнующимся дается определенное время и этаж. Младшие должны преодолеть первые 2, а старшие – 3 и 4 этажи. Студенты отрабатывают действия в различные случаи ЧС на регулярной основе и обязательно под руководством опытных специалистов МЧС с соблюдением всех правил безопасности. Завтра у нас по плану 100-метровая полоса препятствий. Это будет у нас пожарно-спасательный колледж города Сунжа. И 3-й день, заключительный день, у нас будет боевое развертывание. Результаты конкурсных учений будут известны после подсчета баллов за все пройденные этапы. Выберут 3 призовых места, а победитель в следующем году будет представлять Ингушетию на состязаниях среди команд СКФО. Мадина Цорома, Владгирий Ахильгов, Магаз 24.